Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Алхамдулиллах, по милости Аллаха, мы вновь собрались в Его доме для того, чтобы получить какие-то знания, для того, чтобы достичь Его довольства и, самое главное, заработать вечное блаженство. И наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: тот, кто пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, он получит награду, как будто совершит полноценный хадж. Но чтобы достичь этой награды, мы, конечно же, должны поправить свое намерение, чтобы у нас это намерение было только ради довольства Аллаха и больше ни ради чего. И это основа из основ для того, чтобы наше любое поклонение было принятым. Мы вчера с вами разговаривали то, что от 7 до 10 лет родитель должен призывать своего ребенка к намазу. Не только, например, он вспомнил на Зухр или намаз, или же на Аср. Нет, на каждый намаз мы своих детей должны призывать. А уже с 10 лет пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал их побивать. Но побивать как? Не палкой, не чтобы оставить какой-то след, навредить, чтобы было ему больно, а показать свое недовольство. И второе, что мы сказали, это чтобы родители научили своих детей знанию. Какому? В первую очередь, «Ман раббук» – кто твой Господь? И это познается через 6 столпов имана. Также мы с вами сказали, второй вопрос, который будет задан в могиле, это «Ма динук». И мы сказали, этому вопросу тоже надо обучить наших детей. И это обучается через 5 столпов ислама. И также мы с вами сказали, наши дети должны познать «Ман набиюк» – кто твой пророк. Вот на эти 3 вопроса мы должны постараться дать, научить, разъяснить нашим детям, чтобы они могли ответить. Как они знают свое имя, как они знают имя своего отца или матери, также они должны знать ответы на эти вопросы. Почему? Потому что это будут первые вопросы, которые будут заданы в могиле, как только его похоронят. А этот миг, этот мгновение, оно наступит. И мы должны, в первую очередь, конечно же, самим обучаться этому, а потом уже обучать наших детей. И сегодня хотел бы остановиться на одном хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который приводится в сборнике Тирмизи, где наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дал наставление своему двоюродному братишке. Ан ибн Аббасин, то есть это был Абдулла ибн Аббас, это двоюродный братишка пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, каль, то есть приводится от ибн Аббаса. Кунту хальфа Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, яуман. Однажды я, говорит, находился вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, на верблюде, на верховом животном, сзади него. Факаля. И пророк Мухаммад мне сказал: «Я гулям, инни уаллимука калиматин». О юноша, или о братишка. Здесь именно пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в первую очередь показывает мягкость. Иногда бывает такое, то, что когда мы чему-то хотим научить, мы такие грубые,
строгие. А здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нас учит чему? Мягкости. Если ты хочешь кого-то обучить, начинай мягко. Даже когда к нам обращаются жестко, у нас там сразу дверь закрывается, так ведь? Все, дверь закрылась, он для меня никто. Я его не принимаю, я его не слышу. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, начал мягко. Я гулям, я научу тебя нескольким словам. И в первую очередь, первое наставление было «Ихфазилляха яхфазук». Храни Аллаха, и Он сохранит тебя. Как это понимать? Неужели Аллах Субханаху ва Тааля нуждается, чтобы его хранили, защищали? Нет, ни в коем случае. Он сам Аль-Хафиз, Он сам защищающий. Аль-Кауи, Он самый сильный, могущественный. Он не нуждается в этом. А что же имел в виду пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда обращался к этому маленькому мальчику или юноше? Он имел в виду: не забывай Аллаха. И мы знаем прекрасно, да, аят Аллаха Субханаху ва Тааля, где Он говорит: кто вспомнит Аллаха, кто вспомнит Аллаха, и того вспомнит. А кто будет вспоминать Аллах, того Аллах вспомнит. Так ведь? Из-за этого мы всегда должны помнить Аллаха, поминать Его. И почему нам приказано читать 5 молитв? И мы их не сразу читаем, не подряд сразу. А давай, в 8, 9, 10 утра прочитали, да? И может там ночью, ладно, в 10 или в 11 ночи. Нет. Вот эти намазы у нас растянуты на целый день. Почему? Чтобы всегда поминать Аллаха. Всегда Его вспоминать. И вот тогда Аллах Субханаху ва Тааля тебя тоже будет защищать. Вот что имел в виду пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше он говорит: «Ихфазилляха таджидаху туджахак». Если ты будешь хранить Аллаха, тогда Аллах Субханаху, ты увидишь Аллах Субханаху ва Тааля впереди себя. Что это имеется в виду? То, что Аллах Субханаху ва Тааля идет перед тобой? Нет, ни в коем случае. Но если ты всегда будешь поминать Аллаха, даже, например, когда мы выходим из дома, что мы говорим? Бисмилля таваккальту аля Аллах. Да? То есть бисмилля, с именем Аллаха я полагаюсь на Аллаха. Все. Если ты полагаешься на Аллаха не просто языком, а всем сердцем, все. Иншаллах, твой день будет удачным. Потому что ты начал с именем Аллаха. И Аллах Субханаху ва Тааля защищает тебя, оберегает тебя. Это было второе наставление пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Третье. «Иза саальта фас'алиллах». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если будешь просить, проси Аллаха. Бывает такое, когда нам хорошо, мы, конечно, никому не обращаемся. Мы наоборот, да, обо всем забываем. Но когда что-то происходит с нами, вот тогда мы начинаем думать, что же делать, кому же обратиться, кто же сможет мне помочь. И мы начинаем искать. Мы начинаем смотреть в телефон, свои контакты перебирать, да, туда обращаемся. А потом только, когда у нас ничего не получается, точно, у меня еще есть Аллах. То есть, видите, в последнюю очередь человек вспоминает про Аллаха. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Не в последнюю очередь, а в первую очередь проси у Аллаха. И Он тебе даст.
ту причину, того человека, ту помощь, в которой ты нуждаешься. А человек, пока он будет искать, он столько времени потратит. Из-за этого Аллах Субханаху ва Та'аля что говорит? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Если, говорит, мои рабы спросят обо мне, скажи, говорит, я близок своей силой, могуществом. «Уджибу да'ват ад-да'и иза да'ан». Я отвечаю тому, кто у меня просит. Что нам еще надо? Иногда бывает такое, то, что мы наоборот начинаем просить через посредника. Говорим, давай ты за меня попроси-ка. А то ты более достойный человек, ты более знающий. Сам проси. Связывай свое сердце с Аллахом. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, этого маленького мальчика тоже учил, чтобы он свое сердце связывал с Аллахом. Дальше. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. И если ты будешь просить помощи, проси у Аллаха. То есть, видите, если ты в чем-то нуждаешься, в какой-то нужде, проси у Аллаха. Если у тебя какая-то проблема, проси у Аллаха. То есть здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, научил, чтобы этот ребенок, этот мальчишка, он всю свою жизнь, все свое сердце связывал с Аллахом. Почему? Почему? Когда мы говорим азан, мы говорим, с чего начинаем? Аллаху Акбар! Аллах велик! Сколько раз мы это говорим? Почему мы намаз начинаем с этих слов? Почему? Потому что Он самый великий, Он самый могущественный. И в суре Фатиха мы что говорим? Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Одному тебе мы поклоняемся, и у одного тебя только просим. Почему? Потому что дальше вот здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ва'алям, и знай, анна аль-уммата лау иджтама'ат аля ан янфаука бишаин». Если, говорит, все люди в этом мире соберутся тебе помочь в чем-либо, лям янфаука илля бишаин кад катабаху Аллаху лак. Они не смогут тебе помочь, кроме как в чем? В том, что тебе предписал Аллах Субханаху ва Та'аля. Также он продолжает: «Валяу иджтамау аля ан ядуррука бишайин». Если, говорит, они все соберутся, чтобы причинить тебе зло, лям ядуррука илля бишайин кад катабаху Аллаху алейк. Они не смогут тебе причинить никакого зла, ничего тебе не смогут сделать, кроме как того, что тебе предписал Аллах. Это что показывает? То, что Аллах велик, Он самый могущественный. Вспомните, когда вокруг дома пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, собрались, окружили вооруженные, хотели его убить. Что произошло? Аллах сделал так, то, что эти все враги, они просто уснули. Они не заметили, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, среди них прошел, и даже им на голову насыпал что? Песок. То есть, видите, что происходит? А если же мы, наоборот, вместо Аллаха заменим кем-то другим, Аллах Субханаху ва Та'аля человеку унизит. А если же мы возьмем в товарища, покровителя Аллаха Субханаху ва Та'аля, тогда Он нас возвеличит. И дальше что? Руфи'атил акалям ва джаффатил сухуф. Подняты ручки, которые записывают. Все, что происходит, это предопределено.
Что бы с тобой ни произошло, прими это как есть. Почему? Потому что это твое предопределение. Это тебе предписал Аллах. И ты ни в коем случае не имеешь права говорить: зачем мне со мной так произошло? Будь доволен своим предопределением. Почему? Потому что это является одним из столпов имана. И если мы будем это отрицать, или же не принимать, или в чем-то сомневаться, тогда человек становится неверующим. Ваджуффати сухуф, и все, высохли, говорят, на страничке. То есть Лаухуль Махфуз, все записано. И вот этому мальчишке, да, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, начал говорить, что о предопределении. Принимай все как есть. Будь довольным. Если с тобой произойдет что-то хорошее, радостная весть, радуйся. Благодари Аллаха. Как в другом хадисе пришло, да, удивительное, говорит, положение верующего. Если с ним происходит что-то хорошее, счастливое, он говорит: альхамдулилля, хвала Аллаху, то, что со мной произошло так. А если, говорит, с ним происходит что-то плохое, тяжелое, то, говорит, он тоже говорит: альхамдулилля, хвала Аллаху, и проявляет терпение. Потому что это что? Это уж все уже предписано. Как бы ты ни пытался, ни старался, ни бился, ты это не сможешь изменить. Как это сказано до этого, что было сказано? Если соберутся все люди в этом мире. Из-за этого мы, да, должны делать максимальную причину, прилагать максимальные усердия, силы, но потом мы должны полагаться на кого? На что? На Аллаха субханаху ва тааля. Почему? Потому что если человек будет после того, как он сделал эти причины, полагаться на причину, то тогда это будет что? Ширк, который выводит человека из ислама. Пусть Аллах убережет нас от этого, укрепит на этой религии. И как я еще раз хочу напомнить, Ибрахим алейхиссалям, Хабибуллах, Халилуллах, любимчик Аллаха, он просил: о Аллах, сделай так, чтобы я и мое потомство были восстающими молитву. О Аллах, сделай так, чтобы вот эта Мекка была какой? Безопасной, и сделай так, чтобы я и мое потомство не поклонялись идолам. Смотрите, пророки просили за себя и за свое потомство. А мы когда вспоминаем об этом? Когда наши дети вырастают, пусть Аллах, конечно, убережет от этого. Девочки начинают снимать платки, мальчики оставляют намазы. Вот тогда да, тогда мы начинаем вспоминать: оказывается же, надо было дуа делать. Зачем мы ждем чего-то? Каких-то трудностей? Нет, сейчас, давайте сейчас, месяц Рамадан, когда мы постимся, когда дуа постящегося принимается, просить, обращаться к Аллаху и быть уверенным, то, что Аллах субханаху ва тааля ответит на твою дуа. И вот это хадис показывает нам, как важно связывать свое сердце с Аллахом субханаху ва тааля. Джазакум Аллах хайр, субханаллах бихамдик, шаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.